Совещание в правительстве при участии профильных ведомств и муниципалитетов состоялось под руководством премьер-министра Владимира Сластенина. Сергей Поляков отметил, что по оплате населением за потребленную электроэнергию по сравнению с ранними периодами наблюдается положительная динамика. Уровень оплаты увеличился с 40 до 60%. Что касается потребителей, финансируемых из средств республиканского бюджета, в январе-октябре этого года реализовано ресурса на 189 миллионов рублей, из которых оплачено 157 миллионов рублей или 83%. Потребители, финансируемые из средств местного бюджета, рассчитались за 42% от поставленной им электроэнергии. Общий долг по двум категориям потребителей на начало ноября достиг более 493 миллионов рублей. Наиболее острым остается вопрос платежной дисциплины предприятий ЖКХ, уровень расчета которых равен 2,3%. Общая сумма их неплатежей уже превысила 1 миллиард 700 миллионов рублей. По словам исполняющего обязанности директора филиала Россети «Северный Кавказ» «Ингушэнерго» Ислама Гандалоева, в отношении должников организации проводятся различные меры, крайней, но наиболее эффективной из которых является отключение электроэнергии. Однако в отношении большинства из них применить этот способ не всегда возможно, так как они относятся к категории социально значимых объектов. Владимир Сластенин подчеркнул, что в этом направлении совместными усилиями органов власти и профильных структур будет продолжаться слаженная работа. По итогам встречи в числе основных была поставлена задача по погашению имеющихся задолженностей в установленные сроки. Вы знаете, что и Министерство энергетики, руководители энергетических ресурсоснабжающих организаций, и глава республики, и все присутствующие в зале в последнее время получили установку на резкие изменения в наших отраслях. В частности, сегодня у нас Поляков Сергей Анатольевич. Он доложит ситуацию, как происходит у нас изменения и в платежной дисциплине, и в наших перспективах, и в перспективе развития нашей республики. У нас есть установки по этим вопросам, и никуда мы не денемся, чтобы вместе работать. Поэтому совещание прошу провести, и цель этого совещания – совместная работа на достижение конечных целей. Значит, мы в этом году по отношению к 2019-2020 году, что касается населения, значит, у нас есть неплохой результат. Мы примерно от 40% вышли на 66% по населению, по платежной дисциплине. Для нас это тоже крайне важно. Вы знаете, что это ответственность именно компании за население. Что касается программы, что касается снижения потерь, мы в этом году вышли примерно на 35%. Это, да, с 54%. Это очень хороший показатель.